Добрый вечер. Эфир телеканала «Осетия и Рыштон» продолжает программу «В итоге». Расскажем о главных событиях уходящей недели. В студии Вячеслав Музаев. И вот основные темы выпуска. Наша с вами задача вот эту индивидуальность сохранить и передать нашим младшим. В Северной Осетии отметили День осетинского языка и литературы. В честь праздника организовали множество мероприятий, главным из которых стал глобальный диктант. Внедрение нового, внедрение каких-то инновационных именно практик эффективных управления, они приносят важный результат для экономики республики. Оптимизировать работу и увеличить прибыль. Благодаря проекту «Производительность труда» многие предприятия республики смогли вывести объемы производства на новый уровень. Все млекопитающие ориентируются прежде всего на запах. У них зрение может быть не очень хорошее, у медведя оно точно плохое. У него хороший слух, и у него самое лучшее обоняние в лесу. Неожиданная встреча. С наступлением весны в республике участились случаи, когда медведи видели вблизи от населенных пунктов. Почему хищник все чаще выходит к жилищу человека и как себя вести в такой ситуации? Сохранить родной язык и богатое культурное наследие народа. 15 мая в республике отметили День осетинского языка и литературы. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день в 1899 году в свет вышла знаменитая книга Костахи Тагурова «Ирон Фандер», ставшая фундаментом для развития национальной литературы. Сегодня в республике прилагают все усилия для сохранения и популяризации осетинского языка, проводят различные мероприятия, главным из которых стал уже традиционный глобальный диктант. Тему продолжит Фатима Дзадзоева. Праздник, который объединил континенты и поколения, День осетинского языка и литературы, республика отметила масштабно. Главным событием стал глобальный диктант. В этом году акция установила абсолютный рекорд за свою 7-летнюю историю. Проверку на грамотность прошли более 14 тысяч человек. Благодаря онлайн-трансляции к проекту подключились в самых разных часовых поясах земли, везде, где живут и берегут родную речь выходцы из Осетии. Текст дуаиры лег на бумагу голосом победителя педагогических состязаний Валерии Амбаловой. Дуаиран и ужерде иш. Свободные места в аудиториях по всей республике заканчивались задолго до начала трансляции. Живой отклик стал зеркалом настоящего единства. Желание сберечь родную речь сегодня стерло границы между поколениями и профессиями. Вся наша республика, разные города Российской Федерации и даже разные страны пишут глобальный диктант на осетинском языке. Каждый из нас хочет, чтобы язык, который является основным языком, национальным языком в республике, в которой живет, чтобы он сохранялся и чтобы он развивался. 15 мая жители республики пришли к пантеону Осетинской церкви. Возложить цветы к могиле Костахи Тагурова в этот день – давняя и очень личная традиция для сотен людей. Здесь собрались представители правительства, общественность, старейшины и школьники, чтобы отдать дань уважения человеку, который подарил Осетии ее современное литературное слово. Сам праздник приурочен к знаковой дате – выходу в свет его бессмертного сборника «Ирон Фандер». Ирон Фандер. Вот сегодня у меня в кабинете раскрываю, читаю, да, и когда это было написано. И сегодня тоже актуально. Вот это мудрый наш с вами земляк, основоположник осетинского языка и литературы. Это вот классического такого языка. Поэтому наша с вами задача вот эту индивидуальность сохранить и передать нашим младшим. Торжества продолжились в центре Владикавказа. На проспекте Мира развернулся культурный флешмоб. Настоящим подарком стало выступление ансамбля «Уасамонга». Около 20 артистов через старинные мелодии передали дух и вековое наследие Осетии. Знакомые с детства мотивы мгновенно увлекли прохожих, которые дружно подпевали исполнителям.
Над сохранением родной речи ежедневно трудятся и мастера слова. В Национальной научной библиотеке вручили ежегодную журналистскую премию. Награды получили корреспонденты, редакторы и публицисты, которые каждый день сохраняют чистоту родного слова в телеэфире, на радиоволнах и на страницах печатных изданий. Можно сказать, что я буквально запрыгнула в последний вагон, я подала заявку в последний день. И вообще не ждала, что что-то получится, что получится победить. Но это, безусловно, очень приятно, это мотивирует и дает силы идти вперед. Родная речь жива, пока на ней говорят. В Доме правительства чествовали тех, кто каждый день делом доказывает преданность осетинскому слову. За одним столом с главой республики собралась большая команда единомышленников. От заслуженных академиков до студентов-филологов. Сергей Миняйло поблагодарил их за сохранение культурного кода и вручил благодарственные письма. Награды получили и те, кто учит говорить на родном языке малышей в районах, и те, кто переводит его в цифровой формат. Родная речь – это то, что связывает нас с домом, где бы мы ни находились. Сегодня в республике делают многое, чтобы сберечь это хрупкое наследие для будущих поколений. К профильным гуманитарным классам в этом году присоединились 38-я, 39-я школы и 4-я гимназия. Теперь ученики изучают традиции на увлекательных экскурсиях и теплых творческих встречах. Специально для них разработали и новые яркие учебники. И пока в этих классах звучит детскими голосами осетинская речь, язык не просто наследие, а живая река, что прокладывает себе русло в завтрашний день. Фатима Зазоева, Элита Кукоева. Специально для программы «В итоге». Возможность проявить себя в профессии и сделать важный шаг на пути к новым знаниям и уверенности в собственных силах. На этой неделе в Северной Осетии стартовал отборочный этап национального чемпионата «Обилимпикс». В нем приняли участие школьники, студенты и специалисты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Как прошло открытие и в каких компетенциях соревнуются участники, расскажут мои коллеги. Для Елены Альшанской это не просто песня, а личная история. Еще в детстве девушка не стала мириться с диагнозом, а пошла на сцену. Любовь к музыке оказалась сильнее. Я с детства пыталась музицировать, играла там на всяких музыкальных инструментах, на синтезаторах игрушечных, кастрюлях, и мне как бы с детства была ближе всего музыка. Я с детства любила петь и поняла, что это мое. На сцене Обилимпикса ей выступать не впервой, но так далеко еще никогда не доходила. Елена признается, поет только в свое удовольствие. Связать жизнь планирует с изучением иностранных языков. А по соседству к соревнованиям готовятся будущие воспитатели. В компетенции дошкольное образование юным педагогам предстояло в сжатые сроки подготовить целую программу для обучения. Идель Шамсуддинова с задачей справилась легко. Говорит, детей понимает с полуслова. Я, в принципе, очень люблю детей и все, что с ними связано. У меня с ними сразу же какой-то хороший контакт складывается. И после школы я подумала, почему бы не поступить педагогически. После того, как поступила, я не пожалела. Этот чемпионат уже не первый в карьере Идель. В республику приехала не за золотыми медалями, а чтобы набраться опыта. Грамотные специалисты считают, девушка нужной везде. А вот для Виктории Шефер эти соревнования дебютные. Профессию воспитателя выбрала не случайно. Пошла по стопам мамы. У меня мама воспитатель, заведующая в детском саду. И вот она проявила ту самую любовь к детям. И мне очень нравится работа с детьми, ну и в принципе вот что связано с малышами, так скажем. И поэтому выбрала именно это направление. На своем примере Виктория хотела показать, нет ничего невозможного. В этом убедились и гости мероприятия. Сергей Миняйло лично посетил площадку чемпионата и пообщался с конкурсантами. Если кто ваши сила сругать, он вас к тебе заберет. Глава отметил, мероприятие помогает реализовывать себя и развивать инклюзивное направление. В этом году участие в отборочном этапе приняли 85 человек из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Певцы, воспитатели, повара и кондитеры. Всего 7 номинаций. Лучшие специалисты отправятся в Москву на финал конкурса, но свое главное соревнование они уже выиграли. По федеральной программе «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» Обилимпикс вот уже 10 лет помогает детям с ОВЗ и инвалидностью проявлять себя в разных профессиях и двигаться дальше, несмотря ни на что. Давид Шанаев, Алан Келехсаев, Элита Кукоева. Специально для программы «В итоге».
Как оптимизировать работу и увеличить прибыль? К этому вопросу руководство предприятия «Остров Аквакультура» подошли со всей серьезностью. Особое внимание здесь уделяют инициативе самих сотрудников. За последние пару лет реализовали 98% всех предложений по улучшению. Прогресс предприятия отметили и в Министерстве промышленности и инвестиций республики. Какие нововведения внедрили в производство и что в планах, узнавали мои коллеги. Остров Аквакультура уже несколько лет поставляет радужную форель на полки республиканских магазинов, а с недавнего времени процесс удалось оптимизировать. Наша компания в 2024 году совместно с Министерством экономического развития вступила в национальный проект повышения производительности труда. У нас образовался проектный офис. Проектный офис занимался внедрением инструментов бережливого производства. По сегодняшний день проектный офис перешел в отдел непрерывных улучшений, и мы продолжаем эту деятельность. Результат не заставил себя долго ждать. 300 тысяч рублей в месяц – прямая выгода от нововведений. И это далеко не предел. С помощью программы предложения по улучшению каждый сотрудник предприятия может оптимизировать производство самостоятельно. Если показатели опускаются на критическую отметку, включается сигнализация. Это одно из нововведений. На экране описано более 60 ключевых процедур. Одна из них – определение уровня кислорода в бассейнах. В случае критических отметок специальное устройство автоматически заполняет резервуар. Экран дублируется на всей территории объекта, так что об утечках можно теперь забыть. Назначаем ответственных, и дальше я уже слежу за выполнением данных мероприятий. Автоматизация коснулась почти каждого процесса на производстве, от кормления до чистки бассейнов. Так, с помощью специальных оксибоксов экономится 4,5 тонны кислорода в сутки, а в год цифра достигает и все 20 тысяч тонн. И таких идей за 2 года подано свыше 1000, и почти все они успешно реализованы. Но в аквакультуре стараются не занижать планку и дальше продолжать стимулировать своих сотрудников. Мы уже ведем, наверное, грейды, классы, разряды. И в зависимости от компетенции рыбоводы будут получать разную заработную плату. Естественно, у них будет мотивация. То есть там, условно говоря, мы договорились о том, что количество мест в определенном разряде, оно не ограничено. Сейчас на предприятии действует больше 350 бассейнов. С помощью бережливого производства плотность посадки рыб удалось увеличить до 7 тонн в каждом. Реализацией проекта в Министерстве промышленности и инвестиций остались довольны. Новые управленческие практики эффективно работают, если руководство заинтересовано в предприятии. И, конечно же, и Министерство нашей промышленности и инвестиций, и руководство республики, правительство наше, старается поддерживать именно руководителей подобные производства, которые понимают, что внедрение нового, внедрение каких-то инновационных именно практик эффективных управления, они приносят важный результат для экономики республики. Федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Конкурентная и эффективная экономика» уже много лет совершенствует предприятия по всей стране. Исключением не стала и наша республика. Уже несколько лет бизнес Северной Осетии успешно пользуется инициативой. Давид Шинаев, Артур Гаглоев, Суслан Кумаев. Специально для программы «В итоге». Сохранить спокойствие в экстренной ситуации и не поддаться панике – дело непростое даже для опытного спасателя. Однако студентка Аида Каргинова не только сохранила присутствие духа в чрезвычайных обстоятельствах, но и смогла помочь человеку, попавшему в беду. Девушка оказала первую помощь мужчине, который получил серьезную травму, и не отходила от пострадавшего до приезда медиков. Все подробности в следующем сюжете. Я понимала, что он долго стоять на ногах не сможет, потому что это большая кровопотеря. От гибели незнакомого мужчину 19-летняя Аида Каргинова спасла, сориентировавшись быстро. Пострадавший получил серьезную производственную травму. В станице Тамань Краснодарского края, где в тот момент отдыхала девушка, скорой помощи нет. Карета ехала из соседнего города. Студентка Владикавказского государственного многоотраслевого техникума понимала, нужно действовать быстро. На кону жизнь человека. В какой-то момент к нам постучались в окно и сказали, что там у человека кровь. И я взяла все, что было у меня в аптечке, там бинты, марли. Я туда побежала. И когда я увидела картину, там стоял человек, весь в крови был, и рядом стояли люди. Мужчина поранил спину об острый предмет. Девушка не испугалась, а за доли секунды перебинтовала место удара и зафиксировала тело в правильном положении. Аида попросила рабочих смастерить импровизированные носилки и уложить пострадавшего на живот. Приезда медиков пришлось ждать около 2 часов. Все это время студентка оставалась рядом. Понимала, что в моих руках
человеческая жизнь, и от моих действий зависит его жизнь. Вот. И поэтому я действовала с холодной головой. У меня на тот момент не было ни паники, ни страха. Вот. И я обдумала каждое свое действие. После приезда медиков выяснилось, правильно оказанная первая помощь помогла предотвратить ухудшение состояния. Сейчас пострадавший мужчина чувствует себя отлично и уже полностью восстановился. За спасение жизни Аиду Каргинову наградили в Доме правительства. Знак «Горячее сердце» она получила из рук руководителя администрации главы правительства республики Ибрагима Габеева. Я не ожидала, что этому придадут такую большую огласку. Вот. И было приятно, конечно, когда награждали, но мы не за награды это делали. Этот год выпускной для Аиды. Девушка идет на красный диплом. Будет поступать в Академию МЧС России в Химках на заочное отделение. Параллельно планирует работать в Североостинском поисковом спасательном отряде. Отзывчивая, всегда готовая прийти на помощь. Впрочем, это и отличает студентов факультета защиты в чрезвычайных ситуациях. Их главная задача – помогать людям в любых обстоятельствах. Именно этому здесь учат преподаватели. Ребята в прошлом году были в Москве, и как раз таки вот тоже случилась такая чрезвычайная ситуация, что плохо стало прямо в аэропорту мужчине. И вот тут как раз опять-таки и Аида была Каргинова там, и Дзоцев Арсен. Сейчас у нас, кстати, он спасатель на Мамисоне. Они оказали помощь, своевременно оказали помощь, дождались скорой помощи. И благодаря вот этому человек на сегодняшний день живой и здоровый. Впереди у Аиды защита диплома и заключительные экзамены. Конечно, выпускной год напряженный, но даже с такой нагрузкой девушка уверенно справляется. Залина Калманова, Алан Суанов, Александр Левченко, Георгий Такоев. Специально для программы «В итоге». Чтобы добиться больших результатов в спорте, необходима строгая дисциплина и регулярные тренировки. С этим согласны и сотрудники Центра кинологической службы. Только ответственности на них больше и цена ошибки гораздо выше. Здесь готовят служебных собак, которым в будущем предстоит заниматься поиском наркотиков, взрывчатки или оружия. Как проходят будни кинологов и их четвероногих напарников, расскажет Давид Шанаев. Так шумно в кинологическом центре встречают новый день. С самого утра четвероногие сотрудники уже при исполнении. Здесь все как в настоящем университете. Каждому своя комната, занятия по расписанию. Ежедневно они выгуливаются, дрессируются, тренируются. Также кормятся и осуществляется уход за служебными собаками. Каждый кинолог индивидуально подходит к своей собаке и работает со своей собакой. И знает ее предпочтения, как с ней правильно работать, что с ней делать. Осуществляет уход, уборку за ней. Первая пара на сегодня – поиск тротила. Шашку прячут в специальной трубе. 200 грамм – довольно внушительный объем. Такую закладку собаки обнаруживают буквально за пару секунд. Стенка еще нам помогает работать над уровнем. То есть маленькие, средние и высокие, чтобы собака умела искать как высокие, так и средние и низкие уровни при работе. Это для нее будет сейчас как тренировка. Есть в центре и карусель, но она предназначена совсем не для развлечений. Вместе с тротилом в отверстие помещают отвлекающие запахи – кофе, чай или специи. С такой задачей справятся уже немногие, но для Бекки и это не проблема. Застывшая поза – сигнал, что тайник найден. Еще бы, наградам этой собаки может позавидовать любой спортсмен. Овчарка – регулярный призер международных соревнований. А это ее коллега Альва. Она уже специализируется на поиске наркотиков. Поиск ведет наркотические средства. Это вообще собака по поиску наркотических и психотропных веществ. В данном случае вот она сигнальной позой посадка обозначила. Несколько секунд и амфетамин найден. Точно так же Альва недавно нашла и тайник с боеприпасами в Нагире. 2 ручные гранаты – показатель профессионализма четвероногого полицейского. Отличать запахи они учатся еще щенками. В игровой форме собаки обнаруживают наркотики или тротил. У каждого своя специальность. Есть еще и третье направление – розыск. Здесь приходится искать улики покрупнее. А сейчас будет задержание. Сотрудник, то есть собака, готовится нейтрализовать преступника. Такие меры действуют только в крайних случаях, если, например, кинологу грозит опасность. Сейчас на мне специальный костюм, он изготовлен из плотных материалов. Они, в случае чего, защитят от возможных увечий. После такого преступник точно задумается, что он сделал не так. Но главная цель не покалечить, а именно нейтрализовать. Этому собаки учатся годами. Всего в центре находится 25 пушистых сотрудников. Бельгийские и немецкие овчарки, спаниели, лабрадоры, ротвейлеры. За каждый закреплен свой кинолог. С ним они не расстаются даже после выхода на пенсию. Все собаки, которые списываются, определяем
находим хозяев, или кинолог забирает домой. Чаще всего кинологи забирают домой, потому что за 8 лет службы это верный друг, который должен, конечно, находиться рядом со своим хозяином, с кинологом. Вот уже несколько лет собаки работают бок о бок с людьми. Совместными усилиями раскрыто сотни самых сложных преступлений, от пресечения наркотрафика до поиска схронов с оружием. Давид Шинаев, Валерия Туаева, Даниил Малиев. Новости Осетии. Лето не за горами, а это значит, что туристический сезон в республике набирает обороты. С каждым днем все больше любителей активного отдыха отправляются в походы. И чтобы такая прогулка не обернулась трагедией, стоит придерживаться некоторых правил. Серьезную опасность представляют в первую очередь дикие животные. Например, после зимней спячки активизировались медведи. Участились случаи, когда хищника видели вблизи населенных пунктов и туристических троп. В чем причина и как себя вести в подобной ситуации, узнавала моя коллега Лидия Цахилова. Мишка, Мишка. Двинога Мишка и боимшит. Эти видеокадры моментально облетели всю республику. Косолапого заметили недалеко от базы отдыха в Дзинаге. Животное спокойно прогуливается по территории, и, кажется, люди его совсем не смущают. Подобных видео с медведями в Оснете достаточно. Их встречали в Верхнем Ларсе, Верхнем Сгиде и даже в Дендрарии и на территории Сапитской будки во Владикавказе. Почему же косолапые все чаще стали выходить к людям? Это связано с ростом популяции, говорят эксперты. Возможных причин этому несколько. Сказать, что на медведя не охотятся, может быть, и стали меньше охотиться. Раньше, например, медвежья шкура – это был очень хороший подарок. Сейчас выделка шкуры – это очень дорогая вещь, и никто этим не хочет, в общем-то, заниматься и платить за это деньги. Это один момент. Второй момент – это тот, что люди стали опасаться использовать мясо медведя в пищу. И третий момент, возможно, это то, что все-таки уменьшилось количество скота в горах. А медведь в горах не волк, а именно медведь – это основной хищник, который нападает на скот. Урсус арктус или бурый медведь. Этот вид населяет Северную Азию, Европу, Северную Америку. На Кавказе самец достигает 200 килограммов, самка в 2-3 раза легче. Сегодня в республике насчитывается около 300 особей. Крупного хищника мясо, конечно же, привлекает. Он может также охотиться на кабанов, горных козлов, туров. Но в основном косолапые питаются растительной пищей. Дикий орех, семена бука, малина, черника, ежевика. Этого в лесах Кавказа хватает. Есть шатуны, да? То есть медведи, которые не залегают в спячку, потому что они не набрали жир в зиме. На Кавказе такого не бывает. Это только может быть случай, если медведь заболел или покалечен, и он просто не может нормально питаться. Здесь всегда хватает корма. Туристический сезон набирает обороты, и вероятность столкнуться с косолапым есть. Если же это произошло, не нужно шуметь и кричать. Единственное, что можно сделать, это попытаться казаться крупнее. К примеру, поднять над головой походную сумку. Павел Вейнберг более 50 лет работает в Северо-Осетинском заповеднике и не раз встречал медведя в дикой природе. При этом, утверждает зоолог, на Кавказе неспровоцированных случаев нападения на человека не наблюдалось со времен царской России. Все млекопитающие ориентируются прежде всего на запах. У них зрение может быть не очень хорошее, у медведя оно точно плохое. У него хороший слух, и у него самое лучшее обоняние в лесу. Если даже он, что-то услышав, допустим, человека, пытается как-то его обойти, какие-то маневры совершает, это не потому, что он хочет напасть, он хочет поймать запах и понять, с чем он вообще имеет дело. Когда он поймет, даже не сомневайтесь, он, скорее всего, уйдет. Так что же может сподвигнуть животное приблизиться к населенному пункту? Как правило, это молодые, неопытные звери, которые просто разведывают территорию. А еще медведя привлекает пища, к примеру, в мусорных баках. Нередки случаи, когда люди подкармливают косолапых, чего делать категорически нельзя. Был такой случай, по-моему, это было в Мамисоне, когда там строили этот комплекс только. В окрестностях была медведица с медвежатами. Рабочие ее подкармливали. И писали на таком посты, были, вот, медвежата играют, катаются по снегу. Потом появился обслуживающий персонал и туристы. И вот они начали бояться этих медведей.
И к нам обращались, ну сделайте что-нибудь с медведем. Но мы не можем просто так отстрелять медведя. Во-первых, мы не хотим это делать, потому что это нужно особое разрешение. К слову, охота на медведей в Северной Осетии разрешена. На их отстрел выдаются специальные лицензии. Но на территории заповедных зон это запрещено. Специалисты могут только регулировать число особей. Чтобы, скажем, провести регулирование численности, это надо писать письмо в наше министерство, в департамент в Москву, которому мы подчиняемся. И они либо дадут такое разрешение, его надо обосновать, скажем, если есть опасность для людей. Да? То есть теоретически такое возможно. Но это будет уже не охота, а именно регулирование численности, чтобы устранить опасность для человека или для других животных. Я не уверен, что мы нуждаемся в таком регулировании. Если же вы встретили медведя или любого другого зверя, не пытайтесь снимать его на камеру, приближаться и тем более спасать. Нужно просто пройти мимо. У матери природы свои законы. Да, они жестокие, но дикому зверю не место среди людей. Лидия Сахилова, Виктория Габалаева, Суслан Кумаев. Специально для программы «В итоге». Библиотека артиллерийского полка, грузинская школа, православная церковь. История храма равноапостольной Нины насчитывает более 120 лет. За это время он переходил в ведение различных инстанций, которые, к сожалению, не уделяли постройке должного внимания. Сегодня здание нуждается в основательном обновлении. Однако храм продолжает выполнять свои функции и открыт для прихожан. Таинство крещения в храме святой равноапостольной Нины не проводили долгие годы. Для двухлетней малышки это второе, но уже духовное рождение. За ребенка обет веры Богу произносят крестные родители. Атмосфера особенная, под сводами время словно замирает. И эти мгновения запоминаются на всю жизнь. У нас очень много храмов, но как-то сердце мне мое подсказало сюда. Мне захотелось сюда, и я не пожалела. Здесь очень уютно, тепло. Душа какая-то спокойная, умиротворенная, и от этого мне легко и хорошо. И моему ребенку тоже. Чувствую легкость, я чувствую тепло, и я чувствую, что мой ребеночек под защитой теперь. И мне от этого очень хорошо. А еще совсем недавно крещение в храме проводить не могли из-за отсутствия отопления. Теперь же здесь новые коммуникации. Также само здание реконструировали спустя долгие годы. На восстановление ушло немало времени. Добротно укрепили стены, отремонтировали крышу, заменили отдельные элементы и пол. Церковь принимала прихожан в любых условиях. Правда, до ремонта они оставляли желать лучшего. Понимая, что здание в аварийном состоянии, понимая, что на службу, на богослужение приходит православный народ, и людей много, человек 80, 90, 100 бывало на богослужении. А у нас здесь внутри в храме стояла палатка, когда зима, зимнее время года, отопления не было, у нас здесь стояла палатка, которая нагревалась пушкой тепловой. То есть прямо вот в палатку нагнеталось тепло, потому что температура как на улице, так и здесь одинаковая. История храма началась в далеком 1888 году. Во Владикавказе открыли грузинскую школу. Инициатором был Михаил Капиани, видный общественный деятель, его близкий друг, наш соотечественник Костахи Тагуров. Строительство проходило за счет народных пожертвований, а спустя 10 лет к учебному заведению пристроили церковь. Было дореволюционное время, и школа возлагала надежды на церковь в плане воспитательного процесса и образовательного процесса. Ну и храм тоже уповал на школу, так как это присутствие детей, которым всегда повышенное внимание, как от родителей, так и от взрослых. И это все работало в синергии. Свои коррективы внесла революция. В середине 30-х годов храм закрыли. Его переоборудовали под актовый зал 19-й школы. Процедуру возвращения начали только в 2011 году. Требовались серьезные перемены. Деньги на ремонт собирали силами меценатов и прихожан республики. До окончания работ далеко. В ремонте все еще остро нуждается фасад. По словам настоятеля храма, средства требуются немаленькие, сбор еще продолжается. Свой даже небольшой вклад может внести каждый. С северной стороны, как мы с вами видим, примерно с годов 12-х, 13-х, 15-х пошла трещина. И вот это все нам необходимо в ходе восстановительных работ
достать кирпич. Самое главное – вернуть храму прежний облик. Здание является объектом культурного наследия, поэтому воссоздавать фасад будут по старым фотографиям, а все детали согласовывать с профильным комитетом. Сегодня храм объединяет десятки человек. Сюда приходят помолиться и обрести душевный покой. Возрождение церкви – особенное событие для представителей грузинской диаспоры. Возрождение любого храма для верующего человека – это, конечно, праздник души и сердца. И несмотря на все сложные и трагические моменты истории грузинского и осетинского народов, возрождение грузинской церкви, храма Святой Равноапостольной Нины – это, несомненно, живое свидетельство незыблемости вечных духовных ценностей, нашего братства. Храм остается воплощением дружбы народов и даже спустя десятки лет продолжает объединять людей разных национальностей. Залина Калманова, Валерия Туаева, Элита Кокоева. Специально для программы «В итоге». Это были все новости уходящей недели. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.